Я еще не поправила. А я тебе это не. Да, это это же все-таки великий труд. Родственницы моей. Вы мне действительно в центр директора такой же дороги. Вы меня взяли, помогаете мне идти. А вот куда шли? Победе. Вы знакомы? А я, во-первых, у вас на аватарке, где вы втроем сидите, отец Петерим, вы и ваш супруг. Потом второй раз я видела на день города, рядом с вами сидел смирно, за вами наблюдал. Так что, да. А, еще мы на 50 лет вам телеграмму отправляли. И Валентина Васильевна отправила мне фотографии, красиво отвечаете. Вот, да. Так что я вас знаю. Почти. Дело всегда вспоминать, что я его я тоже не знала. Да.
идет. Я возьму еще. Вот прыгай. Супер.
Начинаем нашу презентацию. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады видеть вас в стенах Серебряного зала. И мы в первую очередь признательны Центру культурных инициатив «Югр» за возможность пригласить вас сюда. А повод для этого есть и очень приятный. Этот год стал юбилейным не только для нашей республики, но и для женского движения в ней. 100 лет. К этой дате по инициативе Союза женщин Республики Коми, при его непосредственной поддержке, участии, Национальная библиотека подготовила сборник материалов «Переплетение судеб». И сегодня мы рады вам его представить. Почему «Переплетение судеб»? Потому что книга – это отражение векового пути становления и развития женского движения в Коми. Но в первую очередь, самое главное, это рассказ о судьбах женщин целой эпохи. Они переплетаются друг с другом, с историей страны. Поэтому «Переплетение судеб». Издание особенно интересно тем, что на его страницах уникальные фотографии давних лет, архивные документы, статьи из газет, из журналов 20-30-х годов прошлого века. И, кроме того, оно отлично оформлено, я думаю, вы уже успели с ним немножко познакомиться. Красочное, стильное, это заслуга наших дизайнеров. Есть даже прозрачные листы вкладыши с оттисками старых газет. Отличная полиграфия. Это работа наших давних партнеров и мастеров своего дела Коми республиканской типографии. И первое слово я с удовольствием предоставляю инициатору этого издательского проекта, председателю общественной организации «Союз женщин Республики Коми» Галине Анисимовне Лапшиной. Пожалуйста. Дорогие друзья, правильно, наверное, говорят, мечтайте. И мечты сбываются. В этом я убедилась сегодня. Потому что одна из моих очень-очень серьезных как-то мечт сегодня сбылась. Когда в 2018 году мы с членами правления собрались и обсуждали план мероприятий по тому, как мы встретим столетний юбилей нашей общественной организации, у нас эта идея родилась издать книгу. Мы мечтали. Я даже не могла себе представить о том, что она у нас получится такое. Это благодаря абсолютно всех, кто приложил свои усилия, кто помог в ее издании. Дорогие друзья, низкий вам поклон, огромное спасибо. Я сама эту книгу сегодня вот здесь взяла в руки первый раз. У меня задрожало внутри, как своего собственного ребенка. Когда мне отправили на электронный вариант, я его 3 раза перечитывала. Вы знаете, каждый раз я читала и что-то находила новое. Находила новые истории, находила новых людей, как будто я с ними знакомилась, как будто мы с ними пообщались. Вот поверьте, эта книга для очень широкой аудитории. Спасибо всем, и дай Бог, чтобы она нашла своего читателя. Спасибо всем. Спасибо, Галина Анисимовна. Ну что ж, Союз женщин, вдохновитель, Национальная библиотека, создатель. Слово директору Национальной библиотеки Республики Коми Алексею Анатольевичу Просужих. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что нашли время, возможность прийти сегодня в этот уютный зал. И мы действительно с таким воодушевлением представляем книгу «Переплетение судеб». Женщины – это не только прекрасная половина человечества. Женщины сегодня играют важную и видную роль в управлении нашей страной, в управлении нашим государством, в управлении нашей республикой. И посмотреть через призму столетнего, вот такой, 100 лет на женское движение, как оно зарождалось, какие решения принимались, в какие периоды времени, кто стоял у руля этого движения. И дать попытаться дать оценку, собрать эту
библиографический материал, мы считаем, что это действительно серьезный большой подарок для Республики Коми, для краеведения, для изучения и дальнейшей работы с этим интереснейшим материалом. У нас уже есть, Галина Анисимовна, новый проект, который мы тоже сегодня обсуждаем, и который мы мечтаем. Этот проект, который позволит описать и дать характеристику женщин, которые прославили Республику Коми на протяжении значительного такого времени. Мы пока эпоха это будет, эра или еще какой-то период не говорим, пока просто в качестве идеи. Уважаемые коллеги, знакомьтесь с материалом, изучайте этот материал. Спасибо всем, кто принимал участие в создании, подготовке материалов. Это, конечно же, мы бы, Национальная библиотека, ничего не смогла сделать без коллег Национального музея, Национального архива, без гимназии искусств, без уникальных материалов, которые были собраны на местах женсоветами в районах и городах, да, без коми-республиканской типографии, которая позволила воплотить. Без всех вас. Огромное вам спасибо и книги кто придут. Спасибо. Ну, а сейчас немного о структуре книги. Она состоит из 4 крупных частей. Это главы по основным периодам истории и библиографического указателя. Внутри глав размещены документы в хронологии событий. Обратите внимание, в оформлении глав использованы реальные плакаты того времени. Всего для сборника было отобрано 614 книг и статей. Понятно, что они все не могут войти полными текстами, поэтому они включены все абсолютно в библиографический указатель. Это последняя часть книги. Для удобства поиска по нему подготовлен именной указатель. Здесь имена авторов, редакторов, составителей, других участников, ну и обязательно персона упоминаемая. Каждая глава начинается с исторического обзора. Они написаны специально для этого издания нашим журналистом Артуром Матеевым и открывают сборник его же публикация «Женские судьбы в истории Коми-края». Это исторические зарисовки о женщинах, выдающихся в нашей республике. Как автор сказал, их было много. Учителя, врачи, писательницы, ученые, артистки, доярки, трактористы, предприниматели. О каждой из них можно написать отдельную книгу. Хочу отметить еще один взгляд на историю в обзорной статье «Женское движение за 100 лет» Григория Спичака. Он мастерски сумел, цитата, «за крупными событиями сказать про то, о чем обычно в юбилейных красивых справочниках не говорят». Своей основательностью также выделяются исследования историка, доцента Татьяны Михайловны Харунжи. Первая глава охватывает самый сложный период с 21 по 1940 год. Это зарождение женского движения в Коми. Точкой отсчета стал сентябрь 21 года, когда женщины собрались в Усть-Сысольске на конференции. Первая конференция, ее организатор Марина Ивановна Йоль, первая заведующая областным отделом при Коми партии. На экране как раз вот фрагмент персоналии и перепечатка статьи из газеты «Югутуй» 1921 года. К сожалению, состояние старых газет таково, что не позволяет включить статьи в виде сканов, и поэтому они плохо просто прочитываются. Поэтому многие тексты набраны от руки. В это время в работе с женщинами стояла задача, все знаете, ликвидировать безграмотность, почти поголовную, научить новой жизни и уравнять права с мужчинами. К слову, еще до революции исследователи Коми-края отмечали, что здешние женщины обладают большей независимостью и правами, чем русские. А вдовы имели даже слово на сельских сходках. Но, тем не менее, эти же женщины брали на свои плечи значительную часть мужской работы. Мужчины ходили на промыслы, а женщины выполняли всю тяжелую крестьянскую работу и решали свои вопросы. Попытки изменить привычную жизнь, как ни странно, встретили активное сопротивление и со стороны семьи, общества, и самих крестьян. Девушек запугивали. Пойдешь в делегатки, никто замуж не возьмет. Делегатками называли всех маломальски активных женщин. На экране слова заведующей домом крестьянки села Колбы Павла Андреевны Прокушевой. Женщина является лишь работницей, выполняет всю работу по хозяйству и летом, и зимой, а муж хозяин. И сидит он больше дома без всякого дела, то сходит на охоту. Рубить дрова, возить сено мужчине считается просто позором. Отпускать куда-либо жену, кроме работы, не считают нужным. Если сходит она на собрание, то уже неверная жена.
Тем не менее, из публикаций видно, как понемногу женщины начинали обучаться грамоте. Стали организовываться клубы, кустарно-промысловые артели, что было привлекательно для женщин. С трудом, но открывались детские ясли и садики. Женщины появились даже среди спортсменов. Исторический факт. В 2021 году появились баскетбольные команды, и женщины участвовали в областной олимпиаде. Баскетбольные команды из женщин. И в этом прогрессе немалая заслуга активисток тех лет, делегаток. Делегатки сами были неграмотны, из тех же крестьян. Кстати, как вы думаете, почему в нашу провинцию не присылали, например, делегатов из центра? Почему они не могли работать, как вы думаете? Правильно, они не знали коми языка, к сожалению. До 1934 года делегатские собрания были активной формой работы. В 30-е годы женщины уже были на руководящих должностях и даже в числе депутатов Верховного Совета СССр. К середине 30-х делегатские собрания были свернуты. Цель считалась была достигнута. И до 1959 года организованного женского движения в республике как такового уже не было. Женский актив стал работать в партийных, комсомольских, профсоюзных организациях. Таковы итоги первого периода женского движения. Вторая глава «Женская цена победы» посвящена военному периоду. Как вы знаете, в эти годы женщины и дети заменяют ушедших на фронт мужчин у станков, в поле. Народный фронт обороны отдают личные средства. В коме были собраны сотни тысяч людей, сегодня женщин. Рублей, простите. Не хватает горняков, и в Иркутинке спускаются в забой. Тысячи женщин становятся лесорубами. Местная пресса пестрит заголовками. Домохозяйки идут на производство. Боевые задачи женщин-патриотов. Задачи девушек в дни Отечественной войны. Готовы на фронт. Женщины ходят добровольцами на фронт. Санитарками, радистами, снайперами. В книге памяти Республики Коми имена около 3500, по другим сведениям, более 4000 женщин-фронтовичек. Только с Сыктывкара было призвано 565 женщин. Оставшимся на производстве пришлось быстро учиться еще и управлению. Яркий пример – Анна Моли. Надеюсь, я правильно произношу фамилию. В 1942 году была поставлена руководить Ухтинским нефтеперерабатывающим заводом. И под ее руководством завод достиг для того времени и условий просто фантастических результатов. Он стал главным поставщиком на фронт топлива и смазочных материалов. Умная, решительная и человечная, Анна Яковлевна возглавляла завод еще 25 лет и была любимицей ухтинцев. Стала легендарным директором. Вот подробнее в материалах сборника. В годы Великой Отечественной войны женщины уходят добровольцами на фронт, становятся мощной рабочей силой и надежным тылом. Скажите, пожалуйста, дорогие гости, а вот при слове, когда говорят о первых женщинах, что у вас, какие ассоциации возникают в связи с нашей республикой? О ком вы знаете, кто первая женщина? Например, в России, в СССР первая женщина-космонавт Терешкова, да? А у нас кто первая женщина? Не касаемо женского движения вообще. Хозяйного глава. Кто? Хозяйного глава. Ну да, может быть. Да. Через 100 лет даже. Сидорова Глафира Петровна, помните все наверняка, да? Первая и единственная коми-женщина, коми-артистка СССр. Кто еще? Витязева, да, одна из первых ректоров и точно первый ректор СДУ. Еще, кто у нас построил нашу красивое здание Национальной библиотеки или Дворец пионеров? Кто это построил? Тинтюкова Феофания Александровна, тоже первая женщина. Первыми женщинами были, первая женщина, покорившая небо республики, Галина Анатольевна Дубровская. Она летала на Ан-24, командиром причем. Потом Раису Петровну Сметанину можно вспомнить, да? Советская лыжница, она на пике 20 лет участвовала, держалась на пике популярности и становилась 4-кратной чемпионкой мира и Олимпийских игр. Матрена Трофимовна Артеева, из материалов можно подчеркнуть, первая женщина-орденоносец Коми СССР, челябинца, обычная челябинца Сизявска. Или вот тоже факт в своем роде выдающийся. Мавра Петровна Корычева из села Шошки Сыктывдинского района была неграмотной крестьянкой. В годы советской власти она стала самой активной общественницей на селе, первым организатором колхоза. Затем ее избрали членом облсполкома и крайсполкома,
и Мавра Петровна, первая женщина из Коми, летала на самолете из Архангельска до Сыктывкара. Это статья из статьи «Незабываемые мечты», 58 год, «Красное знамя». Ну, давайте мы с вами продолжим. Я уже потерялась, где же мы остановились? Следующая наша глава. Охватывает уже послевоенные годы, хрущевскую оттепель, период застоя до распада СССР. После войны предстояло отстраивать разрушенную страну. Примером для всех становились героини труда, при этом депутаты и члены КПСС. После тяжелейших военных и послевоенных лет женское движение возобновляется. Как думаете, где родился первый женсовет? Наступает эра женсоветов. А никто не знает точно. Но предполагается, считается, что в Сыктывкаре в 1959 году появился первый женсовет. За ним стали организовываться женсоветы по всей республике, а предложила возродить женское движение Екатерина Дмитриевна Ликанова. Это имя, я думаю, вам всем хорошо известно. Позже она была избрана первым председателем Республиканского женсовета. В 1960 году наконец состоялся первый республиканский съезд женщин возрожденный. Как раз на развороте фотография делегатов на фоне драмтеатра. Женсоветы взяли на себя и контроль над строительством детских садов и школ, работу с неблагополучными семьями, молодыми мамами, боролись с вредными привычками, помогали нуждающимся улучшить бытовые условия и многие другие дела. Практически не было сферы общественной жизни, где не могли бы приложить свои силы женщины. Газеты писали о работе районных, городских, сельских женсоветов. Часто именно в глубинке возникали интересные идеи, и новый опыт подхватывали общественницы уже всей республики. Например, с легкой руки Уктина появились детские комнаты при домоуправлении буквально во всех районах. Может быть, кто-то еще даже и помнит эти детские комнаты. В 70-х и 80-х годах самой главной задачей женсоветы считали помощь школе и родителям в воспитании детей. В 80-х, начале 90-х участие женщин в политической жизни. Тогда оказывалась помощь даже в подготовке предвыборных собраний, программ женщинам, которые баллотировались кандидатами в депутаты. Кстати, в те же годы и наш любимый праздник 8 марта стал выходным днем. В каком году, кто знает? В 1966 году. В 1991 на 9-м съезде женсоветы объединились. Был создан Республиканский союз женщин. Итак, спустя четверть века женское движение возрождается. Женсоветы становятся самыми массовыми общественными организациями и решают широкий круг задач. В 1991 они объединяются под эгидой Союза женщин Республики Коми. Вот здесь я хочу сделать паузу и дать слово удивительной женщине, стоявшей у истока возрождения женского движения в республике. Она посвятила ему более 50 лет. В республике Сыктывкаре многие знают ее как общественницу, доброго и отзывчивого человека. Слово Тамаре Айфаловне Курмановой. Пожалуйста. Я извиняюсь, я очень волнуюсь, как книгу увидела, потрогала руками, и настолько мне стало как-то и радостно, и тягостно. Ну, вы понимаете, почему? По-человечески это очень волнительно, потому что отданы годы не только работе в женском движении. Я с 22 лет в женском движении. Молодой учительницей в Коквицкой 8-летней школе меня порекомендовали в женсовет. Я только-только начала работать. Моя учительница, она возглавляла депутатскую комиссию по культурно-просветительной работе, Галина Васильевна Поповцева, известный педагог. И вот с тех пор
я с небольшим перерывом, пока училась в Москве, постоянно работала в женских садах, а потом уже, как мы стали называться по-другому, но все равно это та же самая работа. Поэтому принять участие в создании этой книги – это дань тем женщинам, которые создали, были первыми организаторами, и тем, которые воссоздали, которые разнообразили наше женское движение, я считаю своим долгом. Мне еще волнительно потому, когда я стала изучать эти материалы, я встретила и свою тетю из Устклома, я встретила свою соседку, которую еле-еле помнила. Они были и делегатками, они были председателями своих маленьких женских коллективов, о чем я никогда не знала, не слышала, и таких разговоров у нас в то время не проходило. И когда я увидела вот сейчас эту фотографию, я снова вздрогнула, как тогда в архиве. Но я прежде всего хочу выразить благодарность сотрудникам Национальной библиотеки, нашей Ленинки. Я столько дней провела в отделе краеведения, я приходила к ним уже как свой работник. И, естественно, они мне оказывали квалифицированную помощь в поиске всех материалов. Я благодарна сотрудникам Национального архива. Сколько они мне нашли новых документов, не то что новых, о которых я вообще не слышала и не могла нигде даже в литературе в нашей краеведческой прочитать. И какие фотодокументы нашли для издания этой книги. Я удивилась качеству фотографий сейчас, потому что в архиве, когда они подняли, когда сделали ксерокопию, трудно узнаваемые лица. Ну вот современная технология, конечно, позволяет это все улучшить и показать в том виде, видимо, какие они были 50-60 лет тому назад. Я благодарна сотрудникам Национального музея, потому что я ходила с этими фотографиями, сверяла даты, сверяла людей, чтобы они правильно были названы, обозначены. Я нашла некоторые ошибки свои, когда мы писали историю городского женского движения, много упущений, и это, я думаю, мы с Галиной Анисимовной что-то когда-то будем писать еще и восстановим эту истину. Мария Айхаловна, в свою очередь, мы хотим поблагодарить вас, большое спасибо. Она передала нам личный архив документов, который собирала, я так понимаю, не один год. А каким образом у нас эта идея? Как у вас этот архив? А я как-то с детства читала газеты. У нас всегда в доме выписывали республиканские газеты «За Новый Север», «Верледжис», Усть-Лунскую газету «Вперед» и по коме, и на коме на русском языке. И мне всегда было интересно вырезать, если о ком-то, о моих соседях, о моих учителях, еще что-то там, о нашем колхозе, о нашем сплаврейде. И я это накапливала. Они до сих пор у меня где-то даже 49-го года, по-моему, есть и меня это увлекло вот с тех давних пионерских, как мы были, тимуровских лет. А потом уже работая в школе методической литературы как ограничено было, по воспитательной работе, я находила в журналах «Комсомольская жизнь», «Пионер», «Вожатый», даже «Служдилки», и тоже накапливала. Но я потом последователям своим эти папки все оставила в наследство. Поэтому во мне это уже выработано годами, с самого раннего детства. Когда мы делаем большой архивный чего-то поиск, ко мне обращаются односельчане, дети обращаются, я им показываю старые газеты, пожелтевшие. И если бы вот
я владела современной этой технологией сама, я бы, наверное, их все привела в настоящий вид, и чтобы можно было пользоваться не только мне. А почему я начала изучать вот это женское движение, я уже сказала, это дань тем, которые стояли у истоков. Это первое. И второе. Вот показали Екатерину Дмитриевну. Она была моим наставником. Когда-то, ну, может, это такое отступление, мы сидим, она говорит, у меня уже не тот возраст, я больше на сцене выступать не буду, я воспоминания ничего писать не буду. А я ей говорю, а кто будет? А она посмотрела и говорит, Тамара. А я молодая еще была. Я обиделась, думаю, чего это я как ветеран там буду выступать. И вот пришло это время, что я выступаю как ветеран. Она мне принесла все свои бумаги, воспоминания о ветеранском движении, о женском движении, о комсомольской работе. Они у меня тоже, эти блокноты до сих пор сохранились, и я с удовольствием с ее красивым почерком это читаю. Это первое. И второе. Когда я была ответственным секретарем городского женского совета, уже мы назывались общественное движение «Женщина города Сыктывкара», мне пришла идея, что надо посмотреть, какие женщины в Сыктывкаре. Ну, не так, какие. Вот учителя, врачи, работники торговли, кто еще есть. А какие редкие профессии. Я стала искать в газетах, о ком что написано. Меня так заинтересовала женщина, которая выращивала фиалки. Я проходила по Катаевой, деревянный дом, первый этаж, у нее все 3 окна в этих фиалках. Такое интересное. И потом я в газете увидела про нее статью «Фиалковая», такая, имя не помню. Думаю, какие же интересные женщины. Мы тут живем только работа, семья. Вроде ничем не занимаемся, ничем не увлекаемся. А вот женщины какие. И я стала собирать материалы газетные про интересных женщин. И мне так захотелось это воплотить в чем-то, или в альбоме, а не просто в конверте. Я обратилась к Галине Анисимовне. Давайте что-нибудь нарисуем. Не нарисуем, пририсуем, или как это оформим. Она поддержала меня. Я работала, я тогда еще работала. И вот в свободное время, значит, в Национальной библиотеке все газеты за последние 5 лет я посмотрела, выбрала, отобрала, скопировала 280 публикаций. Людмила Леонидовна, наверное, помнит. Мы с Татьяной Ивановной Худяевой из этих 280 публикаций отобрали 22 по профессиям, по интересам, по редким профессиям, но не из того, что вот ты мне подруга, вот о тебе я пишу, вот ты мне родственница, я о тебе пишу, а именно о тех, которые редко попадают в издание. И вот эта фиалковая дама меня так благодарила, что когда мы на презентацию ее пригласили, я говорю, в жизни бы не подумала, что я со своими фиалками попаду в газету, а еще и в книгу. Вот. И мы издали эту книгу, значит, «Кто они, женщины Сыктывкара». Журналистка наша известная Людмила Федоровна Зыль написала статью «22 портрета в одной рамочке». Это меня так вдохновило. Эти 280 статей, значит, у меня сохранились. И потом уже, когда начали к столетию готовиться, думаю, почему о женщинах Сыктывкара мы написали, почему не собрать такой богатый материал уже по активисткам женского движения, по женсоветам и по другим женским организациям. Вот так пришла эта идея. Если я по первой книге работала только в Национальной библиотеке, в отделе краеведения, все газеты и журналы наши смотрела, то сейчас я уже, конечно, пошла в архив. И там нашла этот богатый материал. Но я хочу сказать, что я не только женские проблемы там отбирала, параллельно я брала о тех мужчинах,
которые мне знакомы, близки, знакомые моих знакомых. Так что я думаю, это пригодится. И когда говорят, ты тоже собираешь? Да. Я говорю, это социальный заказ. Кто потребует, тому, значит, и будет вручено. И еще, меня часто, может, не упрекают, а удивляются. Вот тебе не лень, вот зачем это нужно, кому это нужно, кто это будет у тебя читать? Я говорю, это нужно мне. Сейчас я читаю мемуары других людей, а когда я состарюсь, я сяду со своими мемуарами и буду изучать свою биографию. Спасибо. Спасибо всем, кто мне помогал за это время. Спасибо Галине Анисимовне, что она проявила вот такую настойчивость для издания. Всем спасибо и всем здоровья. Браво! Главная женщина. Не было бы вас, не было бы у нас ничего этого. Тамара Михайловна, спасибо вам огромное. У нас еще и архивариус. И, кстати сказать, Тамара Михайловна, не все потеряно. У нас в Национальной библиотеке, вот как только отстроимся, въедем, у нас есть курсы для возрастных людей. Мы обучим вас работе на компьютере, программам. Работайте дальше. Спасибо. Спасибо вам огромное. Мы с вами возвращаемся к нашей книге. От распада СССР до наших дней. Такой период выбрала в себя 4 глава. Она называется «Лидерство в действии». Сложные 90-е. Переход к рыночной экономике. Союз женщин республики решал насущные проблемы. Это помощь семье и детям, попавшим в трудную ситуацию, и социальная защита женщин. Вы помните, тогда первыми лишались работы именно женщины. Для них профессиональная переориентация, обучение основам малого бизнеса. В это же время в женском движении наряду с Союзом женщин возникали новые объединения, решавшие социальные вопросы, в том числе женская палата. В новом столетии появляются движение коренные женщины Республики Коми, организация Союз многодетных матерей, Союз православных женщин. Их силами Союза женщин, силами его муниципальных отделений решаются многие задачи. Материал сборника хорошо это иллюстрирует. На страницах книги много публикаций о работе территориальных женских советов, активных неравнодушных. Печора, Сосногорск, Ухта, Воркута, Сысольский, Усть-Илимский и другие районы. Какие красавицы! А также на ее страницах целая галерея замечательных, умных, энергичных женщин, вдохновителей, руководителей и активных участниц современного женского движения республики. По документам последней главы видно, как Союз женщин стал одной из самых популярных и серьезных общественных объединений. Впереди множество планов и дел, благодаря которым общество и жизнь в нем женщин становятся лучше. И я хочу предоставить слово женщине, чье имя известно всем в республике, в нарушении всех протоколов, депутату Государственной Думы, заместителю председателя Союза женщин России Ольге Викторовне Севастьяновой. Всем добрый день. Вообще, когда Душа сказала, дорогие дамы и господа, я бы поняла, что нам это относится и не относится. Потому что все-таки хочется сказать, дорогие мужчины и женщины, потому что, наверное, с каждым успешным мужчиной рядом по жизни обязательно женщина, а с очень успешным женщиной обязательно рядом надежно в лице мужчины. И как когда-то сказал известный итальянский политик, что мужчина и женщина – это две ноты человеческой души, без которых его струны не могут дать правильного и верного аккорда. Поэтому мне кажется, что вот и сегодня здесь у нас не только представители женского движения, но и многие мужчины, которые такой достаточно серьезную роль сыграли в жизни нашей страны. Вы знаете, вот Галина Анисимовна, помимо того, как создавалась эта книга, она периодически, постоянно делилась своими впечатлениями, эмоциями
мы с ее содержанием ознакомились заранее. И когда действительно вчитываешься в страницы, лишний раз начинаешь понимать, насколько неисчерпаемы, бесконечны и неиссякаемы просто страницы истории нашей республики. И человеческих судеб, и фактов, событий. И, конечно, вот, вчитываясь в судьбы героев, о которых пишется в этой книге, удивляешься и восхищаешься одновременно, и силы в этом черпаешь от того, что наши женщины не просто решали очень сложные проблемы, потому что практически основная часть этой книги, история, это действительно очень непростые страницы нашей истории. Они не просто брались за какие-то сложные проблемы, а на протяжении всего этого времени занимались очень системно и основательно созиданием того, что происходит вокруг. И вот сегодня было сказано, что женщины, это один из фактов, каких приводится, что женщины, которые хотели стать активистами, шли в какие-то организации, мужчины их считали, называли депутатками и осуждали, и не только не осуждали, говорили о том, что замуж не возьмут. Я думаю, что сегодня мы понимаем, что сильную женщину по жизни выдержать и сохранить может только очень сильный мужчина. И вот сегодняшнее событие, это действительно событие, потому что не было бы нашей республики, если бы в ней не было тех людей, о ком мы знаем и о ком мы еще не знаем. Ну и мы бы с вами не знали, если бы не было сидящих очень много здесь людей, которые, вопреки всему всея, потому что очень непросто все это шло, но все-таки сделали так, чтобы мы смогли с вами об этом прочитать. Я вот, когда была выставка презентации книги «История культурного наследия» на Красной площади, я, честно говоря, удивилась, сколько, оказывается, наша республиканская типография, я понимаю, что это абсолютно непривычные данные, это непривычные вещи, сколько интересных таких вот изданий сегодня делается, потому что этого она не может не сделать, видя, с какой любовью, с какой энергией, с какой верой люди хотели бы все это увековечить. И я поэтому просто низкий поклон всем. Алексей Анатольевич сегодня перечислил, потому что действительно это какой огромный коллектив за всем этим стоит, чтобы мы вот этот удивительный труд смогли сегодня с ним познакомиться. И вот когда все это читаешь, ты понимаешь, что это, в общем-то, не просто интересно, не просто важно. И это не просто история. Это какая-то вот такая особая книга мудрости, которая говорит о том, что как много можно сделать, объединившись. Какие мы все разные. И как это просто разбежаться по разным углам. Но всегда очень важно искать то, что может объединить, и объединившись, как можно сделать. Мы сами очень хорошо знаем, что такое дом государственный, что такое дом человеческий. Читая эту книгу, понимаешь, что есть еще не менее важный дом, благодаря которому наша республика имеет, это дом общественный и служение этому дому. Как много интереснейших женщин себя посвятили этому служению. Вот мне по жизни посчастливилось, потому что я знала и Екатерину Дмитриевну Деканову, и Александру Петровну Батманову, и Ирину Кирилловну Устинову, и Риму Михайловну Ильяс, и Розу Михайловну Сашину, и сейчас в нашей республике живет, но все-таки приезжает Ангелина Павловна Беляева, и наши многие современницы. И вот, вы знаете, это какие все эти женщины разные, какие они разные, какие они интересные, но это какие все яркие лидеры, но их точно объединяло всех одно, люди, женщины, которые полностью себя посвятили другим людям. По-настоящему они, у каждого была своя профессиональная деятельность, они занимались очень серьезно общественной работой, но они были по-настоящему общественно-государственными.
Поэтому, вот, когда услышанная фраза, Альберт Эйнштейн сказал, что смысл жизни в том, чтобы жить ради людей. И только та жизнь, которая ради других, она действительно имеет смысл. Но, как оказывается, этому нужно учиться. И учиться этому всю жизнь. И поэтому это не просто книга истории, это действительно книга такой мудрости, в которой ты узнаешь, ты гордишься, ты вдохновляешься, и ты очень много учишься. И Галина Анисимовна права, что ты учитывая это постоянно, для себя делаешь какие-то открытия. И сегодня, когда выступала Тамара Павловна, я еще такую для себя отметила особенность, что каждая из этих женщин действительно очень много что значит в нашей жизни. Но смотришь на них, какие они все молодые. Вы посмотрели на фотографию Тамары Павловны, да? Она в жизни выглядит, я не знаю, когда Тамара Павловна фотографировалась на этой фотографии? Давно, да? Все вы видели, да, вот Тамара Павловна, Людмила Леонидовна, Галина Анисимовна, Татьяна Васильевна, кто у нас? Валентина Васильевна. Да, Валентина Васильевна. Им никому не дашь тех лет, которые у них на сегодняшний день есть. То есть, понимаешь, когда действительно человек с особой душой, с особым сердцем, верой, человек, который действительно всю себя дает другим, и природа поддерживает это здоровье, поддерживает эту красоту. Потому что все эти женщины, это те люди, становясь с которыми тебе всегда хочется подтянуться. Поэтому спасибо, кто помог сегодня это понять, узнать. Спасибо, что вы, дорогие женщины, у нас в республике есть, что вы нас питаете своей энергией, питаете своей верой, даете нам силы. Нам всегда хочется к чему-то стремиться. Ну и позвольте, мы воспользуемся сегодня возможностью вместе с Галиной Анисимовной и Людмилой Мы хотим еще одной нашей женщине, которая ответила очередной 20-летний юбилей. 57 говорит. Да, 20-летний юбилей. Я не буду, хотя мне бы хотелось, если бы она разрешила, я бы назвала это возраст, потому что никто ей этого возраста не даст. Вот как надо жить, что делать, каким образом выглядеть. Людмила Леонидовна, позвольте вас поздравить с прошедшим юбилеем. Нет, вы представляете, если предупредили, какой бы она пришла. Знаете, я думаю, что наряд души лучше, чем этот наряд души, никакой другой вы превзойти не сможет. Поэтому в вашем лице благодарим и восхищаемся всеми нашими женщинами, которые были, которые есть в нашей республике, и нашими мужчинами, которые позволяют нашим женщинам раскрываться, развиваться и поддерживать их, подставлять свое плечо в очень непростую и трудную минуту. Вот я даже ничего ответить не могу, вот просто ничего. Вот здесь все слова, которые ничего обещает. Это, как всегда, наша фирменная. Так что с днем рождения. Я просто хочу всем вам, мои подруги, поклониться низко. Потому что столько лет вместе, столько лет. Я вот тоже читала, Тамара Павловна посчитала, а я тоже посчитала. Я была замдиректора школы 22-й. Мне тогда было 27 лет, я уже была в женском движении. Вот. А сейчас 57 сказали, да? Ну, да. Значит, сколько? И поэтому вот все мы, вот правильно сказала Ольга Викторовна, все молодые, потому что мы себе не можем позволить по-другому. Кто нас потом тогда воспринимать будет, правда? Правда. Поэтому вот всем вам, мои подруги, низкий поклон за все годы, потому что если трудно, всегда у нас в женском движении мы друг друга поддерживаем.
Ну, И здесь это не не знаю. только подруги, а друзья еще себе. А друзья, Леша, конечно, Сергей Анатольевич, всем, конечно, большое спасибо. И вот какая все-таки богатая сельская земля, да, Тамара Михайловна и Алексей Анатольевич, вообще Валентина Валентина Васильевна. Васильевна, да. Я сегодня слышала. Что-то там происходит, да? Спасибо. Так что читайте, наслаждайтесь, и когда возникают какие-то сложные, непростые минуты в жизни, берите эту книгу, она обязательно подарит вам силы и позволит любые проблемы, которые на сегодняшний день, точно переступить, перешагнуть и двигаться дальше. Спасибо. Спасибо, Ольга Викторовна. Мы тоже присоединяемся к поздравлениям, к этим неожиданным, очень приятные моменты. И сейчас слово предоставляется председателю Государственного совета Республики Коми Сергею Анатольевичу Усачеву. Уважаемые друзья, тут столько сказано было, что хочется обратиться к мужчины и женщины вроде бы юноши и девушки точно. Я хочу, в общем-то, готовился сказать о книге, а тут ваше выступление, конечно, развернули мои мысли немножко в другую сторону. Уважаемые коллеги и друзья, мы сегодня с вами, в общем-то, находимся на презентации замечательной книги, но эта книга публикуется в преддверии очень знаменательной ликвидации республики, столетия и женского движения, но и столетия нашей любимой республики. О чем это говорит? Это говорит о том, что роль женщины в нашей республике, мне даже было это удивительно, она всегда несколько иначе трактовалась, как в истории, в литературе. Вы знаете знаменитое немецкое определение, что роли женщины, церковь, кухня и дети, которые замыкают ее в пространстве неком. У нас в России, когда в Советском Союзе уже с 21 года женщины взяли курс на выход за пределы вот этого круга и активно стали самореализовываться во всех сферах жизни, и в политической, и в социальной, и в экономической. И это набранное движение уже 100 лет, оно дает просто фундаментальный результат. В этой книге собраны судьбы той женщин, которые действительно сыграли огромную роль в развитии нашей Соединенной Республики, самореализовались. И, естественно, нас, мужчин, подвинули с пьедестала первых в разных сферах нашей жизни. И это очень замечательно, здорово, по простой причине. Мы знаем, что конкуренция приведет свет на некоторые степенные значения. Мы здесь не конкуренты, мы здесь поддерживаем друг друга. И, как сказала Ольга Викторовна, мужчина и женщина. И женщина и мужчина – это такое достаточно, усеченное явление. Я останусь на историческом примере. В момент развала Советского Союза женщины сыграли огромную роль в принятии основополагающих нормативных правовых актов, которые служили защите детства, основ материнства. Можно сказать, что женщины принимали активное, союз женщин, принимал активное участие в разработке самых серьезных нормативных правовых актов для нашей республики, которые вообще являются яркими в социальной сфере. Последний пример – это знаменитый закон о миллиарде, когда республика приняла такой передовой для Российской Федерации закон о поддержке многодетных семей. Потом уже даже на федеральном уровне некоторые области уже там принято как федеральные. Это говорит о том, что женщины у нас в республике, они играют, может быть, не очень для нас, во всяком случае, точно сказать, они в публичном пространстве не пытаются перебить все значимые события, которые происходят в республике, но очень фундаментально
уникальную роль создания такой атмосферы, когда женщины и вообще семейные ценности становятся уникальной ценностью здесь. Ну, примеры простые. У нас женские организации созданы каждый муниципальный город. Союз женщин, я знаю, что постоянно организует социальные десанты в самые удаленные уголки нашей республики, оказывая женщинам практически помощь в различных вопросах, в различных проблемах, которые стоят. Сегодня женское движение приходит, это отрадно, много молодежи. Она приходит со своим новым взглядом на жизнь, со своими идеями. Я говорю, что у женского движения есть история, есть традиции, есть огромное будущее. В рамках презентации этой замечательной книги можно сказать, что ее значение не только как книги, которая издана в рамках в честь столетия женского движения и в честь столетия нашей республики, она имеет действительно огромную историческую мощь. Это учебник, это история, которая знакомит широкий круг читателей с тем, что происходило в нашей республике за последние 100 лет. Насколько она богата событиями, людьми, насколько она шагала впереди Советского Союза и России в разных совершенно сферах нашей жизни. Я, честно говоря, перед эту книгу выкрутил несколько вещей, и сейчас понимаю, что это так. Когда я сюда приходил, я еще этого не знал. Я хочу тоже несколько поклониться вдохновителям, гениям этого замечательного произведения, его авторам, поблагодарить их за их благородный труд. Я понимаю, что он действительно очень эффективен, поскольку, еще раз говорю, каждая страница – это история, это новое понимание о том, что такое республика и как здесь в социальной сфере все достаточно гармонично вместе. Я особо замечаю. Уважаемые друзья, я хочу поздравить всех нас с двумя событиями. Это со столетием нашей замечательной республики, и столетием женского движения. Всем пожелать здоровья, добра, мира, благополучия, ну и процветания нашей родной единой республики. Хочу поблагодарить и вручить цветы тем, кто создавал эту книгу, и первый цветок не помогла. Я хочу вручить гению вдохновителю, Василия Кулимовой, как человеку, который активно продвигал вперед Поэтому пришла вместе с супругом. Ну, я не только знала, расскажу, раз как получилось. Я очень рада, что вышла такая книга, потому что по такой книге мы читали с Александром Петровной очень давно. К сожалению, так нет, она так мечтала, что вышла книга о лидерах, о женском движении, о лидерах женского движения. И много лет подряд женская гимназия проходит наша практическая конференция «Женщины в истории России». Вы увидите в этой книге очерки председателя женсоветов, как раз ученицами женской гимназии. Я думаю, что им это будет очень приятно, потому что это будущее женского движения. Ну и хочу вручить Тамаре Павловне. Вы понимаете, что сколько труда, огромного труда было вложено в эту крупную, милую женщину, создание этой книги и вообще продвижение женского движения у нас. Они
Мне кажется, Тамара и Павловна сегодня открытие дня. Нет, Оратор, как лидер, как трудный такой, мы ее ее знаем знаем все давно, а как оратор впервые. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Анатольевич. У нас еще, скажем так, есть слово вне сценария нашего, оказалось. Хочу предоставить слово Наталье Семеновне Хозяиновой, главе администрации города Сыктывкара. Как это не сценарий? с удовольствием. Нет, главное, сценарий поэтому спасибо большое. Первой женщине города. И главное, спасибо вам большое, низкий поклон, дорогие подруги. Спасибо большое. Вот мы действительно с Галиной Анисимовной периодически обсуждали эту книгу. Я очень рада, что она получилась, что она уже здесь есть, такая красивая, такая замечательная. Это хороший подарок к столетию республики. Валентина Васильевна сегодня сказала о том, что женская гимназия проводит регулярно ежегодно конференцию, посвященную женскому движению. Действительно, это наше будущее. Какие там замечательные девочки. И я думаю, что сейчас, с выходом этой книги, как раз мы сможем показать вот реально, что было сделано за эти 100 лет, и что действительно, извиняюсь, мужчины, но на наших женских хрупких плечах держится наша республика. Поэтому, милые подруги, я вас благодарю, я вам желаю здоровья, я вам желаю, чтобы мы таким дружным коллективом выпустили еще не одну книгу, да, юбилейных дат у нас много, можно даже не только юбилейных дат, поэтому благодарю вас за этот замечательный труд. У нас еще все впереди работа, у нас с вами много. Поэтому берегите себя, крепко, вам всем здоровья. Пора замахиваться на многосерийные фильмы. У нас член нашей общественной организации, член правления женщин Сыктывкара. Теперь будем знать все регалии. Наталья Семеновна, спасибо вам большое. Мы немножечко среди череды приветственных слов вернемся к нашей книге. И, собственно, я тоже хочу предложить слово, но отличные вступительные статьи для нашего издания. Вы обратили внимание, да? И вот я очень прошу сказать свое слово журналиста Артура Борисовича Артеева. Мы ему за статьи очень благодарны. И прошу сказать несколько слов о книге как событии, и как автора, и как журналиста. Артур Борисович не ушел? Ну, тогда Артур Борисович, если подойдет, мы ему слово предоставим. Еще я хочу сказать, оставим еще завершающие слова, а пока я хочу, не могу просто удержаться, вы так вот все хвалите друг друга, и нас всех женщин, мне так это приятно. Как вы думаете, вот большой ли коллектив работает над такой книгой? Ну, большой, наверное, да, отсюда собираются какая-то литература, кто-то что-то предлагает, кто-то что-то инициирует, кто-то наблюдает, кто-то попинывает, кто-то что делает, да. Ну вот, работал, я хочу сказать о тех людях, которые непосредственно работали над этой книгой, о самых основных людях этого творческого коллектива. Составитель, библиограф Мария Александровна Першина, сотрудник Национальной библиотеки. Это самый главный специалист в проекте. Поиск отбор материалов, сканирование, перепечатка текстов, подготовка библиографического указателя. Так, кто историю женского движения теперь расскажет даже среди ночи. Редакторы, кстати, Мария Александровна, встаньте, пожалуйста. Красивая девушка приносила красивый букет. Это она. Редакторы текстов и библиографии Нина Александровна Нестерова и Светлана Ивановна Клещенко, библиографический отдел Национальной библиотеки. Работа, требующая внимания, знания грамматики и тонкости библиографии. Там утомительная, вот кажется бесконечной, вообще нескончаемо. И специалисты, наконец, благодаря которым эта книга получила свое лицо. Наши великолепные оформители. Дизайн-макет Мария Леонидовна Баздеева и художник Ирина Иосифовна Косилова. Уже сказал очень хорошо Алексей Анатольевич о наших партнерах, которые внесли свой вклад. Мы благодарны Национальному музею, Национальному архиву, и Валентине Васильевне Кулимовой за предоставленные материалы, и Союзу женщин с его региональными отделениями.
И, пользуясь моментом, здесь у нас присутствует все-таки Константин Михайлович Баранов. Вы скажете пару слов? Да. Пользуясь случаем, да, присутствует у нас. Прошу прощения, не представила заместителя министра культуры. Это вот так вот, я хотел сказать о симбиозе, о коллаборации наших. Только хотел, знаете, готовил спич, думаю, сейчас скажу, как вот переплетается все. Ну вот на первом же, ну это так бывает часто, но ничего. Конечно, конечно. Что хотелось бы сказать? Вот замечательный проект. Я хочу, во-первых, поздравить Союз женщин с таким замечательным юбилеем, поздравить вас с предстоящим юбилеем Республики Коми, всех вас пригласить на все мероприятия, которые состоятся. Афиша сейчас есть везде, поэтому милости просим, всегда рады вас видеть. Что я хотел сказать? Вот такой проект замечательный как раз таки и складывается тогда, я вот поддержу Виктором, что когда соединяются желание, возможность и ответственность, когда есть люди, которые создают идеи, а мы, как Министерство культуры и наши подведомственные учреждения, Национальная библиотека, музей, архив, присоединяются к этому и получаются такие замечательные проекты. Вот только что вот в процессе было сказано создать серийный фильм, когда на Наталью Сумину смотрели. А я, знаете, что предлагаю? Я вспомнил из своих школьных лет, это конец 90-х, начало 2000-х, может быть, кто-то, ну, наверное, все помнят, но я это запомнил очень хорошо, было много-много-много книг, я посмотрел мир. Вот такие белые книжки, мне кажется, были у каждого школьника, прям везде. Я пожелаю женскому движению, а Министерство культуры, туризма, в этом поможет сделать. Я серьезно. Вот это первая книга, это, знаете, такой сигнальный экземпляр. Я познаю женщин. И сделать несколько циклов этих событий, Анна Викторовна не вижу. Уже пошла делать. Да, я думаю, что и республиканская типография нас в этом поддержит, поэтому я желаю всем организаторам, всем, кто принимал в этом участие, еще идей, здоровья, а от Министерства культуры всегда будет поддержка. Спасибо большое. Константин Михайлович, спасибо. Думаю, проект будет бесконечный, познать женщину. Ну, да. Я на это замахивался. Работы до скончания лет многих нас. Подошел Артур Борисович, я прошу автора замечательной статьи, вступительной статьи к нашему сборнику «Переплетение судеб» сказать пару слов как журналиста и как автора. Передо мной стояла задача в этой книге написать и вступительную статью, и статьи главную 4. И как-то надо было повториться в этих текстах. Потому что если писать историю женского движения в вступительной статье, это что писать истории главы. Я долго думал, потом как-то мне что-то в голову пришла такая идея вступительной статье написать больше не про хронологию женского движения, а про судьбы женщин. Я думал, какая женщина самая, хронологически самая известная у нас в Республике Коми. С чего начать, с какой женщины? И мне пришло в голову, что начать можно с Александры Шимовой, которая еще в начале 19 века изменила всю жизнь Сысольска нашу. То есть она молодая девочка, собственно, когда привелась в Сысольск, и тут она прямо стряхнула все общество, какую-то светскую жизнь начала, первую тетрадную постановку поставила, моды привнесла сюда столичные. Ну и потом так пошло, потихонечку пошло. Вот с многими героинями своего вот этого вступительного очерка я вот встречался лично, общался. Вот повезло мне пообщаться, например, с Клавдией Макаровой, заслуженной исключительницей. Это вообще человек, такая эпоха. Она вступила пионером еще при жизни Ленина. То есть это вообще как-то уникально. Вступила в комсомол в годы первых 5 лет. Она мне рассказывала, как кулаки пионеров подстерегали. То есть она переживала войну, и все. Не знаю, наверное, помните, кто ее? Да. Потом такой человек, с кем тоже пообщался, Елизавета Кислякова-Попова. Когда вот началась война, вышел журнал, газета «Юг-Туй», наверное, и на обложке была девушка, женщина, маленького роста, которая протягивала заявление о приеме добровольцев.
Вот было написано, что вот эта женщина, девочка Елизавета Преснякова, первая женщина-доброволец Республики Коми. А мне стало интересно, после этой фотографии, жива она или нет, выжила ли она на фронте или нет. Я стал искать, и нашел, я оказался в Тенембуе жила. И тоже мы с ней... Да, долго жила. На 9 мая еще возили в коляске, помню. Еще лет 10 назад ее можно было увидеть. И она такие интересные истории рассказывала. И до военной жизни, и в фронтовой жизни. И как мечтала она была на фронте. Сменить этот окровавленный халат. Такое-то платье. И как собака ее покусала, когда она залезла в дом какой-то немецкий. То есть такие бытовые истории, как я рассказывала. Ну, рассказывала о том, о чем не пишут еще в истории. Что и немцев приходилось выхаживать, а потом расстреливать. Ну, она лично не расстреливала, но лучше выхаживала тех, кого потом расстреливали. То есть такое у нас не писали. Потом еще интересная женщина. Мария Морозова, вдова Ивана Павловича Морозова. До сих пор живет здесь, в Кирова. Был у нее в гостях, и она рассказывала, как они познакомились с Иваном Павловичем, как она жила, до знакомства с ним, как она работала на почте, как она возила ценные грузы, молодой 16-летний, 17-летний. Про Ивана Павловича очень много интересного рассказывала. Таких вещей, которые тоже не пишут. Как он заботился о ней, как он шил дома на швейной машинке, как привозил ей наряды из-за границы. То есть какие интересные, необычные вещи, которые описали. Ну и еще одной героиней, если поступить на очередь, стала моя двоюродная бабушка. Я ее помню с детства. Ну, в детстве, конечно, не придавал значения, что это первая женщина орденоносец Республики Коми и орден ей вручал Калинин. Но где-то лет 12, когда она умерла, мне достался ее архив. Я вот посмотрел, то есть переписка с музеем, как она сдавала, Козловский музей, вещи ценные, как сдавала. Но это тоже. И потом, когда я заходил в национальный музей, я говорил, вот это фотография моей бабушки. И я тоже вступительную очередь написал. Вот так получил вступительную очередь. А вот истории статьи, которые предисловие главное, там уже дана хронология. Но тоже довольно интересная хронология женского движения. Оно не было совершенно однородным, таким однозначным, направленным, оно было совершенно разным. Мы об этом уже говорили, когда проговорили структуру книги. То есть в 20-е годы женщины совершенно одним занимались, борьба с неграмотностью была. 30-е годы, 40-е годы вообще почему-то не было женского движения, было организованного все это фронта, все это победы. 70-е годы, это тоже другая направленность, 90-е годы, женсоветы эти появились. То есть совершенно такое интересное движение. И вообще книга вышла очень красивая, интересная. Я вот с удовольствием полистал, особенно эти вкладки газетные, так хорошо читается на прозрачной бумаге. Я ждал. Я думал, как-то выйдет маленькая, тоненькая, тут получилось такое хорошее детище. Я думаю, что это продолжение надо делать. Вот. Спасибо вам. Артур Борисович, спасибо вам большое, и статье отдельно спасибо. Наша презентация подошла к концу. Мы благодарим всех, кто... Да, давайте. Мы по-любому благодарим всех, кто участвовал в создании этой книги. Дорогие друзья, я хочу воспользоваться возможностью, поскольку вот эти книги, несколько штук, все-таки Анна Викторовна все сделала для того, чтобы сегодня нам можно было презентовать не электронный вариант, а увидеть вживую эти книги. Я думаю, правильно будет, если мы, и достойно это будет, если мы вручим первую книгу. Это Алексею Анатольевичу. Если бы он не поддержал со своим коллективом, наверное, в таком варианте, такая достойная, такая интересная книга, она бы у нас не получилась. Вот видите, с мужчин начинает. Продолжение нужно делать, да? Владимир Михайлович, как учредитель, сказал продолжать, значит, будем продолжать. Вторую книгу, да, Сергею Анатольевичу я тоже вручила, поскольку у него вчера был день рождения, и я ему сказала, здесь есть очень интересный момент, когда стали женщин выдвигать в советы и на руководящие должности,
мужчины села Ковла заявили так: если выдвинете женщин, мы все выйдем из кооператива. Вот даже какие моменты. Вторую книгу я хочу вручить нашему журналисту Артуру Борисовичу. Я его узнала только тогда, когда они были первыми, и такой первой женщиной в нашем списке оказалась его бабушка. Когда мы поехали в Устюг, в это Выжму, мы познакомились поближе с этой историей. И сейчас могилка его бабушки взята под контроль женсоветом Ижма. Спасибо вам большое. Да. Я видел. Да, спасибо большое. Да, задала вопрос именно про нее. Ну и еще я хотела вручить книги, рассчитывала, что сегодня будет и Галина Николаевна Кравченко. Все-таки в истории женского движения, особенно последних лет, большая роль отведена нашим двум лидерам, это Ольге Викторовне и Галине Николаевне. Ольга Викторовна, спасибо, что вы до сих пор трепетно очень относитесь ко всему тому, что мы делаем. Вы во всех наших делах нас поддерживаете. Иногда бывает у меня какое-то отчаяние наступает, что вроде как будто не хватает каких-то усилий для более активной работы женсовета. Ольга Викторовна всегда рядом. Спасибо большое. Вам спасибо большое. С вами хочется быть рядом. Спасибо. Тамара Ифаловна, ну, наверное, нельзя обойти вас. Это наша с вами мечта, она воплотилась. Вы слышали, что впереди еще есть проекты, поэтому давайте заряжайтесь. Спасибо. 2 зимы Тамара Ифаловна провела в библиотеках и провела в архивах. Спасибо большое. Валентине Васильевне, она очень трепетно держала всегда возле себя этот архив. У нее есть синяя папочка, в которой все интересные автобиографические фотографии, как раз связанные с женским движением, которое сейчас для нас готовит молодые кадры, готовит будущее нашего женского движения. Валентина Васильевна, это, слушайте, вы первыми получаете. Это папка. Да, синяя папка. Сколько держит этой папки? 30 лет. Еще одному ветерану женского движения Людмила Леонидовна вам вручаю. И, Таня, еще одна есть, последнюю неси сюда. За нас, Людмила Леонидовна, да. А вручаю. Не выходите. Спасибо. И вручаю эту книгу еще Избирова Татьяне Васильевне. Это человек, а я когда-то о ней сказала так, что это первый мой наставник в женском движении, потому что когда не стала Галины Алексеевны Инкасоровой, а я в женском движении была только 1 год. Ну что там меня ввели, избрали в правление городской общественной организации. Что я там знала? Ну, Галя не стала, надо было подхватить это знамя. И просто вот в знак памяти о своей подруге, ничего не зная, чем я должна заниматься. И в это время Татьяна Васильевна была рядом. В общем-то, она и сейчас является моим таким негласным наставником. Я ей звоню, мы с ней консультируемся. У нее идей просто не знаю. Не только по телефону. Не только по телефону. Слава Богу, рядышком живет, да, когда нужно всегда. Татьяна Васильевна, Спасибо большое. спасибо вам, потому что Я уже хорошо помню, как мы собрались, когда Валентина Васильевна у вас в женской гимназии и набросали ланчик. Как мы встретим столетие женского движения. Я очень рада, что кое-что я из этого плана
социальной экспедиции. Мы взяли на себя обязательство тогда объехать все районы, но ситуация нам пока не позволяет развернуться так, как мы это можем и так, как мы это хотели. Но юбилейные мероприятия у нас еще впереди. В ноябре месяце будет форум торжественный, на этом мы не останавливаемся. Мы должны оставить о себе тоже хорошую память. А вообще, всем говорю, посмотрите на две фотографии. Первая фотография и вторая. Это женщины, которые стояли у истоков. А это сегодняшние. Вот здесь они такие задумчивые. Они смотрят, вот, их взгляд устремлен куда-то вдаль. Они очень серьезные. Они не знают еще, что ждет впереди. Но они знают, что надо бороться за лучшее. А здесь мы уже с вами другие, здесь мы уже знаем. Да, уверенные, красивые, достойные. Так что всем огромное спасибо. Тамара Павловна, впереди меня. Спасибо большое. Подойдем сюда. Спасибо большое всем. Смотрим, столик уже с книжками опустел. Поэтому спасибо огромное, уважаемые гости. Было очень приятно смотреть книгу и видеть замечательных женщин на ее страницах. Еще приятнее видеть их вживую. Спасибо большое. Всего доброго. До новых встреч. Спасибо вам. Фуршет, коллеги. Объявляется фуршет.